посольстве России в Абхазии прошло традиционное награждение семей, проживших любви и верности более 25 лет. Для семейных пар это не просто цифры, а целая история о взаимопонимании, терпении, мудрости и, конечно, продолжении и сохранении семейного очага. Они счастливые родители, бабушки и дедушки. В этом году были отмечены 6 пар, которые преодолевали все тяготы жизни рука об руку не один десяток лет. Это семьи Зухба, Антиповы, Кортава, Варилиджан, Ашуба и Вольтер. Им были вручены медали за любовь и верность. Крепкая и дружная семья является надежной основой здорового общества, залогом его процветания и поступательного развития любого государства. В семейном кругу формируется духовность, познается мир. Из поколения в поколение передаются традиции, заботы о близких, верности Родины, уважение к памяти предков. Позвольте поздравить всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности. Пожелать вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Супруги Антиповы Александр и Наталья живут вместе 49 лет. Он профессиональный военный, полковник в отставке. Она по специальности учитель начальных классов. В 2003 году после выхода Александра Даниловича в запас супруги оказались в Абхазии. Он был приглашен на военную службу в Минобороны Абхазии, где более 11 лет работал на разных должностях. У супругов Антиповых есть дочь. Главное в долгих счастливых семейных отношениях – это любовь, взаимопонимание и умение уступать, говорят они. Надо ценить, любить друг друга, взаимопонимание и обязательно друг другу уступать. Обязательно. Я бы добавил, надо всегда чувствовать и скучать друг по другу. Это очень большое качество. Любить, скучать. Любимые женщины однажды встречаются, и мы их поэтому терять не должны. 32 года вместе живут супруги Ефим Вольтер и Лада Чебукова. Он доцент кафедры экологии АГУ, имеет звание заслуженный работник Высшей школы Абхазии. Лада Владимировна – врач высшей категории, работает в Сухумской городской клинической больнице, награждена орденом Ахтзапша 3-й степени. Супруги Ефим Вольтер и Лада Чебукова – образец скромной, трудолюбивой и интернациональной семьи. Они родители 2 сыновей. Жена должна быть личность, а муж ей подстать. Мы жили в Сухуми буквально через дорогу в соседних домах, и как-то никогда не знали друг друга. Но вот после войны такое тяжелое время, и как-то, можно сказать, нас война познакомила, и закончилось это все семейным союзом. Самое главное в семье, чтобы всегда стоять рядом друг с другом и понимать друг друга. И я думаю, вот эти все семейные ценности мы передадим нашим детям, нашим, надеюсь, будущим внукам. Временно исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Константин Сарваниди поздравил семейные пары с Днем семьи, любви и верности. Отметил, что в республике уже порядка 70 семей награждены медалями и грамотами за сохранение семейных традиций, основанных на любви и верности. День семьи, любви и верности действительно нацелен на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей. Этот праздник подчеркивает важность семьи как основы общества, способствует развитию взаимопонимания, любви и уважения в семейных отношениях и посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака в православной традиции. Верность и семья вырастает здоровой, благочестие, чистота, обладающая высоконравственными принципами нашего жития. И мы все прекрасно знаем, что необходимо для того, чтобы была благополучная семья. Это верность друг другу, носить тяготы друг друга. И вот тогда обязательно будут наши дети в благочестию и чистоте вырастут. На вопрос о том, в чем же секрет долгой и счастливой семейной жизни, все пары отвечают как один. Любите и цените друг друга. И не забывайте слушать и слышать друг друга. И, конечно же, уступать. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.